Давайте начнем с коронавируса. Да. Значит, на настоящий момент у нас под наблюдением медицинским из граждан Российской Федерации, которые прибыли у нас из стран Восточной Азии, про которые мы говорим, находится под медицинским наблюдением 6 человек, но в пределах, осталось 6 человек, значит, это в пределах тех самых 14 дней, про которые я говорила, которые являются обязательными. Под медицинским наблюдением у нас находятся все граждане КНР, которые прибыли на территорию Республики Саха-Якутия. Вчера руководитель оперативного штаба Татьяна Голикова, значит, объявила о том, что закрываются границы Российской Федерации с точки зрения прибытия граждан КНР. Именно и, соответственно, значит, мы думаем, что в данной ситуации мы будем дальше держать под наблюдением тех, кто здесь есть, и, соответственно, определяться с последующими установками по их медицинскому наблюдению. Наши медики вместе совместно с Роспотребнадзором наблюдают за всеми гражданами Китайской Народной Республики, которые у нас работают, живут, находятся на территории. У нас есть количество граждан, которые находятся под медицинским наблюдением пока в обсерватории. Пребывали они в разное время, 14 дней должны выдержать у всех. Вот и ситуация касательно гриппа и ОРВИ. У нас всего на сегодня госпитализировано 155 человек, из них 64 ребенка. За медицинской помощью обратилось 10 046 больных. Вот такая ситуация на сегодня. Среди детей до 14 ситуация еще более-менее стабилизировалась, но ухудшилась ситуация тех, кто старше 15 лет. Конечно, потому что они больше находятся на улице и больше находятся в общине. Эпидпорог также остается превышенным, значит, ну и, соответственно, значит, там, где карантины введены, они должны соблюдаться. Тот грипп, который сегодня есть у нас на территории республики, смертельных исходов не зафиксирован. Значит, что делает правительство? Министерство здравоохранения России вместе с соответствующими медицинскими институтами разрабатывает комплекс мер, естественно, для того, чтобы изучать и работать в этом направлении для представления людям качественного медицинского лечения. Да и у нас дальше продолжает работать наука в данном направлении.